Почти 1,5 часа на вопросы журналистов отвечает министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров. Противодействие близкому государству, ситуация в Сирии, борьба с радикальными течениями на Северном Кавказе. Еще в самом начале своего интервью Джамбулат Умаров отметил, что Чечня – один из регионов, где удалось искоренить экстремизм. Во-первых, у нас есть идеология. Наша идеология основана на священном Коране, на сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассаляма, и одновременно она основана на защите интересов Российской Федерации, значит, на территории, которой находится, живет, исторически пребывал наш народ. И как бы вот эти два начала, они и позволяют нам достаточно сносным и понятным языком говорить с молодежью с точки зрения существующих идеологических позиций, какого-то идеологического фундамента. Когда мы говорим об идеологическом фундаменте, то обязательно должны иметь в виду какую-то личность, какого-то лидера, причем харизматичного. Найдите мне другого, более харизматичного лидера, чем в свое время был Ахмад Хаджи Кадыров или ныне глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров. Вы их не найдете. В своем выступлении Джамбулат Умаров отмечает, что чеченский лидер проявляет свой патриотизм не на словах, а на деле. Накануне Рамзан Кадыров оказал содействие по освобождению в Ливии 2 россиян – матроса танкера, механик Чеботарев, Павла Магатина и повара Наталью Ключникову. Сейчас ведутся переговоры по вызволению всех членов экипажа. На своей странице в Инстаграм глава Чечни обещал, что после урегулирования некоторых технических вопросов команда танкера будет освобождена в ближайшие дни. Освещая проблему борьбы России с террористической группировкой и близкое государство, министр говорил о работе, которая проводится с молодежью по духовно-нравственному воспитанию. Я являюсь рядовым членом команды Рамзана Кадырова. Я делаю то, что установлено мне как члену команды, моим руководителем Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, который ориентирует нас. И в рамках министерства действует телерадиокомпания «Путь», которую возглавляет известный богослов, теолог Адам Хаджи Шахидов, который эту работу ведет достаточно хорошо, достаточно эффективно. Самым главным проповедником, тем не менее, для нас является в этом случае и как бы на своем личном примере показывая то, каким должен быть мусульманин России и при этом патриот этого государства, это сам Рамзан Ахматович. Его выступлений нашей молодежи бывает достаточно. Вот. А кто как бы глубже хочет познать, скажем, какие-то моменты, связанные с исламской наукой и ее взгляда на, значит, на проблему джихада, то на эти вопросы очень хорошо отвечает и наш муфтий Салах Межиев, и многие наши другие богословы, которые не оставляют, громят в пух и прах наших идеологических противников. Вопрос заключается только в том, насколько широко в этом могли бы участвовать наши с вами масс-медиа российские, которые бы распространяли эти ценности. Борьба с мировым злом должна стать общей целью. Только сплотившись в одну команду, мы сможем победить терроризм, отметил в своем выступлении Джамбулат Умаров. Чеченский народ потерял лучших сыновей для того, чтобы бандиты не искажали религию ислам. Главное нам сейчас проявить решительность. Главное нам не поворачивать с вот того пути, по которому мы идем, побольше прислушиваться к людям, которые с этим злом столкнулись нос к носу, как говорится, кость в кость, а это именно чеченский народ. А это именно вот совершенно уникальный опыт имеет сам Рамзан Ахматович, который воевал с этим терроризмом, с оружием в руках, каждый день рискуя своей жизнью, теряя на этом пути товарища. Он недавно назвал цифру 2087. Среди них более 1500 служителей правопорядка, сотрудников милиции, полиции, вот. А далее около 1000 – это люди, которые не имели к войне вообще и к силовому блоку никакого отношения. Это имамы, это главы районов. Вот больше всего среди них имамов, именно тех священнослужителей, которые призывали к добру, к миру, к взаимному влиянию, так сказать, вот, реализовывая основные исламские ценности. А эти ценности, они, в общем-то, общеприняты. Любая монотеистическая религия, в центре ее ценностей находится любовь. Любовь к ближнему, любовь к инакомыслию. Ведь не с оружием в руках ислам предлагает распространять слово Аллаха на земле, а личным примером следования
его традициям, тем 5 столпам. И только так люди знакомятся с этой великой религией. В своих вопросах журналисты касались разных тем. Как отличить истинный ислам от лжеидеологии, роль Сирии в борьбе с международным терроризмом. На каждый из них Джамбулат Умаров давал исчерпывающий ответ. У нас великая история, у нас великий народ, у нас великая страна, у нас великие идеалы. Да, за 90-е годы безвремения, значит, мы очень многое потеряли, потому что все стремились соответствовать вот этому вот либеральному или так называемому демократическому, евроатлантическому, да, там, или североатлантическому дресс-коду. Россия стала другой, господа. Если бы у нас все было бы плохо, то это устраивало бы наших, так сказать, заокеанских друзей. А так как у нас мы решили идти своим суверенным путем, не консультируясь, так сказать, с некоторыми центрами, да, учащими эту планету жить, ну, естественно, возникают определенные, так сказать, моменты менторского характера, да, моменты, которые, конечно же, не будут устраивать наших воспитателей, которых мы после длительного учебного процесса в 90-е годы с приходом Владимира Путина просто отторгли от себя, как вредную идеологию, разрушающую наше государство. Мы сегодня, вот в минуты, в часы, в дни этой опасности должны как раз и выработать этот иммунитет, да, который бы сработал на единение вот всех наших народов, наших конфессий, как бы в контексте одной единой идеи – слава и могущество российского государства. Ситуация в Сирии, Ливии и других государствах только подталкивает народы России объединиться. В стране лишь наращиваются силы для борьбы с такими явлениями, как и близкое государство и экстремизм. Одна из главных задач, по словам Джамбулата Умарова, – межконфессиональный мир, который поможет победить самого страшного врага – терроризм. Динара Мурадова, Денис Хавхаров. Новости. Прежде чем я начну рассказывать